своей аудиторией? И если да, то как на них можно попасть? Спасибо. Да, я устраиваю, и я устраиваю эти встречи. Они называются квартирники или концерты. Приходите. Следующий концерт будет где-то в 20-х числах следующего месяца. И там будет классно. Если бы вам подарили щенка, куда бы вы его дели? Наверное, я бы его передарил, потому что кот не любит конкурентов. Можно ли назвать психиатрической болезнью стремления некоторых подростков, в большинстве своем девушек, быть похожими на персонажей японских аниме? Нет, нельзя. Это даже... Некоторые... Был ли момент, когда вы с трудом сдерживали себя, чтобы не ударить отца? Нет, я не представляю себе ситуацию, когда я мог бы захотеть поднять руку на кого-то из моих родителей. Какие есть шрамы и как они появились? Шрам здесь появился в детстве и был нанесен, когда я упал на ящик с игрушками в детском саду. Там торчал вот такой металлический штырь, и я как-то проскользил. Повезло, мой глаз на месте. Второй шрам не буду показывать, он находится на том месте, где у меня когда-то был аппендикс. Ужас. Сейчас его там нет, но память осталась. Вы спали с Васей? Интересно, Василина сейчас в эфире или нет? Да, конечно. Мы спали с Василиной в одном купе. Причем неоднократно. Вот. Но спали на расстоянии. И даже не пионерском. Васю я очень люблю. Это очень близкий мне человек. И я перегрызу горло любому, кто ей сделает плохо. Но у нас очень хорошая дружба. У нас потрясающая химия на сцене. И именно поэтому никаких инсинуаций, друзья, я не допускаю. Слушаешь больше голос сердца или разума? Я стараюсь больше слушать голос разума, но иногда сердце кричит слишком громко. Поэтому... Какой опыт больше не хотите получить на повторе? Опыт расставаний, но каждый раз это повторяется. Ваш кот человек или инопланетянин? Какие ему присущи людские качества, а какие нечеловеческие? Он, конечно же, инопланетянин, он эгоистичен, это человеческое качество. Он склонен к резким, импульсивным поступкам. Это тоже человек. Никто не может понять, о чем он думает. Это тоже по-человечески. Я думаю, что все-таки он человек. Какая самая сексуальная часть твоего тела? Я не могу ее здесь показать, но я думаю, что у каждого человека самая сексуальная часть тела – это мозг. И иногда нас в него пытаются любить. Родион, как вы себя чувствуете или как реагируете, когда собеседник общается с пренебрежением к вам? Мне не нужно это общение, то я не буду с этим человеком общаться. Если нужно, то я постараюсь человека поставить на место. Как правило, это получается. Родион, представим ситуацию. Ваша хорошая знакомая просит помочь с выбором своего первого автомобиля. Какой именно автомобиль и почему посоветуете? Я посоветую не покупать BMW. Самое главное. У всех остальных производителей есть хорошие машины. Родион, как вы относитесь к высказыванию вашего папы о том, что ваша супруга должна быть моложе вас лет на 15? Меня
моложе. Я думаю, что родители не вмешиваются обычно в жизнь своих детей, поэтому есть мнение, и я его уважаю, но нет, минимум на 20. Шутка. Идем дальше. Был ли хоть один день, когда вы пожалели о том, что вернулись на сцену? Нет, пока такого дня не было, и надеюсь, что такого дня не будет. Если бы вам сказали, нужна детская песня, о чем бы вы написали? О пони и радуге, конечно же. Вам приходилось вычеркивать людей из жизни одним махом, чтобы за одно действие по отношению к вам раз и больше никогда не общаться? Да, приходилось. Не то, чтобы мы больше вообще никогда не общались, но дружбы или любви после этого не было. Бывало ли так, что вам нужна была поддержка, помощь друзей, близких, а они были безразличны к этому или вас всегда в беде не бросят? Мои друзья и мои близкие, люди по-настоящему близкие, никогда не бросят меня в беде. Те, кто бросал, переставали быть близкими. И, видимо, никогда ими не были. Вам тяжело хранить чужие тайны? Нет, наоборот, все, что мне рассказывают, во мне сразу умирает. Плохая память. Но на самом деле у меня были ситуации, когда кто-то из знакомых мне что-то говорил в надежде, что я это передам другому человеку, типа вот как бы он узнает и тогда подумает. Нифига. На мне это обрывается. Я вообще не люблю кого-то обсуждать и не люблю о ком-то рассказывать какие-то секреты. Чего вы еще не добились в жизни? Пока еще нет детей. Все остальное прекрасно. Да и отсутствие детей, в принципе, тоже имеет свои плюсы. О, Родион, заклепка на браслете, как у меня. Да. Были в ресторане Коси Дзю, там вкусно? Нет, пока не был. Какими языками владеете? Русским, английским, французским немножко. Запишите песню в студии, которую пели неделю назад. Уточняйте, я неделю назад пел много песен. Сегодня будешь петь песню в эфире? Возможно. Мы решим. Странно тогда, почему от вас до сих пор никто не забеременела. Действительно странно. Как твой папа? Вот так. В чем секрет вашей доброты и искренности? Откуда вы знаете, что я такой? Родион, вы сильно похудели? Складывается такое впечатление. Да, я похудел и довольно сильно. Если у вас вторая половинка, это мой кот. Да. Моя четырехлетняя дочь признается вам в любви. Пусть приходит лет через 16. Есть ли у вас песня, которую вы поете, когда вам грустно особенно? Что-то из Стинга, наверное. Почему ты не хочешь писать современные песни в стиле Барских, Билана, Крида, Монатика? Я пишу современные песни и исполняю разные совершенно. И не хочу себя ограничивать. Вы знаете что-то о музее Савицкого в городе Нукусе? Нет, не знаю. Надеюсь, что когда-нибудь узнаю обязательно. Друзья, вы только что у меня были в эфире. Сейчас я забаню этому придурка. До свидания. Так, и теперь давайте решим. Ой, еще один. До свидания. Так, давайте решим, какую песню я буду петь для вас. Заказывайте. Себя заблокирую. До свидания. Фишка в том, что я успеваю банить быстрее, чем они успевают появляться. А когда-нибудь у них закончатся аккаунты. Какой я крутой! Клево. Фишка в том, что я люблю банить людей. И тот факт, что у вас набежала куча аккаунтов, все, он закончился. Клево. Всего 8 аккаунтов. Я тебя умоляю, детский сад.
Алехин, с тобой нет, уже нет. Так, парами скажи «Последний снег». Люси просят. Остался. Остался я вокально сейчас не вытяну, ребята, потому что лечу кашель сейчас. Что еще? Ой, еще один. Тонкие черты, желтые глаза, принцип не смотреть назад. Ветер в голове и ее мечты, может быть, исполнишь ты. Девочка хочет в небо. Стоп. Девочка хочет в небо. Хочет бежать по взлетной по полосе, быть не такой, как все. Девочка хочет в небо. Ветер несет навстречу ее судьбе. Мир не такой, как она представляет себе, когда хочет в небо. Пара-па-па. Снова не срослось, слезы до темна, и опять она одна. Свой полет она на закате дня продолжает без меня. Девочка хочет в небо, хочет бежать по взлетной по полосе и быть не такой, как все. Девочка хочет в небо. Ветер несет навстречу ее судьбе. Но мир не такой, как она представляет себе, когда хочет в небо. Пара-па-па, пара-па-па, пара-па-па.